До последнего времени тонкая кишка не была у нас обследована. Имеющиеся диагностические приемы не давали четкой, полной картины состояния тонкого кишечника. Первым пионером обследования тонкого кишечника в смысле эндоскопии была эндокапсула. Эндокапсула – это такой маленький аппарат, который человек проглатывает, и он, продвигаясь по желудочно-кишечному тракту, фотографирует слизистую и передает на специальный ресивер. После этого изображение с ресивера переносится на компьютер, и врач просматривает изображение слизистой. Однако, когда капсула проходит патологический очаг, она просто проходит, не задерживаясь. И четко осмотреть границы, размеры состояния не всегда удается. И самое главное, что нет возможности взять биопсийный материал. И вот в нашей современной эндоскопии появилась возможность проводить обследование тонкого кишечника эндоскопом. Что такое эндоскоп для обследования тонкого кишечника? Точнее, это энтероскоп. Это в конструктиве своем такой же обычный эндоскоп, имеющий те же функциональные возможности, но более длинный. Анатомия тонкого кишечника имеет особую структуру. Петли кишечника не фиксированные, и они в свободном движении. Для того, чтобы провести эндоскоп по петле тонкого кишечника, используется специальная шинирующая трубка. Шинирующая трубка, которая одевается сверху эндоскопа, она из специального материала, гидрофильного, который обеспечивает более плавное продвижение эндоскопа по каналу. И вот благодаря вот этой специальной трубке шинирующей, имеющей на кончике специальный баллон, который подключается к аппарату для раздувания этого баллона. И технически это происходит следующим образом. В вздутом состоянии эндоскоп проводится максимально, потом надувается баллон, и кишка натягивается на эндоскоп. Происходит присборивание кишечника. И петля кишечника, тонкого кишечника, одевается максимально на эндоскоп. Верхнюю половину тонкого кишечника смотрится через рот, антеградно. Потом делается отметка в виде татуажа, либо клипсы в тонком кишечнике. Второй этап – это ретроградно, через анальный вход, через весь толстый кишечник, и также проходится в тонкий кишечник и осматривается нижняя половина тонкого кишечника до отметки, которую мы оставили, когда осматривали сверху. Что можно делать этим эндоскопом? Во-первых, можно при обнаружении патологического очага остановиться, отмыть его от пищевых масс, осмотреть, сфотографировать, взять биопсию. Если там идет какой-то процесс, например, кровотечение, можем остановить кровотечение, образование, взять биопсию, определить точную локализацию, сделать татуаж для последующего оперативного лечения, оставить метки для оперативного лечения, потому что во время операции будут трудности для определения точной локализации очага поражения. И это все благодаря энтероскопу. Благодаря энтероскопу мы можем осмотреть полностью весь желудочно-кишечный тракт от самого начала до его завершения. Энтероскоп имеется только в нашей клинике, и возможность выполнения энтероскопии во всем Казахстане только у нас возможна. Баллонную энтероскопию рекомендуется выполнять с целью диагностики при подозрении на тонкокишечное кровотечение, в случаях подозрения на синдром малабсорбции, при подозрении на наличие опухоли тонкой кишки, при обнаружении патологических изменений тонкой кишки во время рентгенологического исследования, для гистологического исследования тонкой кишки,
С лечебной же целью для остановки тонкокишечного кровотечения, для удаления новообразований тонкой кишки, для баллонной дилатации при структурах тонкой кишки, для извлечения из тонкой кишки инородных тел. Также с целью наблюдения при клинических синдромах, протекающих со множественным поражением тонкой кишки. Это при синдроме Пейца-Егерса, семейном аденоматозном полипозе. Для оценки состояния тонкой кишки в динамике, в частности для контроля эффективности консервативной терапии при лечении болезни Крона, при энтеропатиях.